садақа болсын, қабыл болсын, чтобы орларыңыз қайырлы болсын тоже, чтобы все предки, чтобы Алла берсе, Аллах, чтобы принял их, простил их, Алла берсе, чтобы наши потомки, которые будут жить на этой земле, грубо говоря, здесь в Калмыкии, чтобы они тоже знали свою историю, свою родину своих предков, чтобы чтили, уважали. Вот. Мы давно хотели именно на связь с утарами, потому что утары для нас это своего рода мост. Сейчас в основном среди всех, вот как Рамиль Валидович говорил, среди всех нугаев бытует такое мнение, да, как распространилось, что Кавказ и Астрахань, они между собой разделены. Между ними стоит Калмыкия. То есть как бы калмыки стоят между. Но многие кавказские нугаи, они не знают, те, кто в Дагестане, в Карачаевске живут, они многие не знают, что живут здесь утары, калмыки. Да. И то, что калмыцкие, как говорится, да, утары, нугаи, они именно являются связующим звеном, как мост, трамплин между всеми нугаями. И это такая большая миссия, что ли, для вас такая ответственность. Этому многие не придают значения, но вся работа, которая проходит в Астраханской области, вся работа, которая проходит на Кавказе, да, которая в Карачаево-Черкесии, Ставропольский край, она не имеет такого большого смысла, если в Калмыкии не будет нагайки. Поэтому к вам тоже такая большая просьба, давайте будем вместе, давайте будем общаться, будем друг другу помогать, поддерживать, приезжать друг к другу в гости. Мы всегда готовы приехать на ваши какие-то мероприятия, которые будете проводить. Какая-то поддержка, если от нас нужна, мы тоже, да, иншаллах, будем помогать. Где-то, может быть, финансово тоже, если бы мы знали, я, честно сказать, в последний момент узнал, что вот здесь, оказывается, собирают. Я тоже какую-то лекцию тоже кинул. Поэтому... Так что приехали уже, для нас это большая часть. Поэтому спасибо вам большое, огромное, что вы пригласили. То, что вот мы приехали, вживую увидели наших соплеменников, наших братьев, да, наших, можно сказать, всех вот осколков. Один осколок приехал, увидел другой осколок, да, Ногайской Орды. Вот. Өз ноғай халқының бір кесегі көрмеге мынау дастархан тек яқшылыққа жайыле берсін. Біздің ата бабаларымыз ұмытылмасын. Дайында yanınдағы қардаш халық болсын, қоңыз халық болсын, достықта олай яу болсын, болмасын арамызда, саулық амандық болсын. Ну, в государственном языке несколько слов скажу. Некоторые ремарки, много говорить не стану. Душа Шахидна достаточно много сказала. Могу сказать то, что утар нугайлар здесь действительно не чужие. И топоним утар встречается в Оренбургской области, я говорил. Топоним Алабуга, он здесь встречается в ногайских источниках. Эпос Урак Мамай. Был такой в свое время знаменитый ногайский поэт Хастуган Сюйнушула. Он упоминает Алабуга, Масак Тегеньер. Упоминается эпос Урак Мамай, это 16 век. То есть тогда уже Алабуга была. Вот. Нугайлар здесь кочевали, да. Когда, соответственно, в 17 веке калмыки пришли, было сначала военное столкновение, потом вошли в состав. Надо отдать должное калмыкам, которые не истребили, как многие говорят, а сохранили, оставили нам нашу веру, да, на своих же там землях совместно стали кочевать, где-то родниться, да, где-то перенимать какие-то вещи. У нас с ними, на самом деле, кроме веры языка, но прочего общего много. Вот. И я вот сейчас общаюсь, недавно дал интервью в калмыцкой газете «Хан Букун», «Калмыцкая правда». Тоже они, когда разговариваем, очень о вас тепло отзываются. Они говорят, они наши. Я говорю, ну прежде всего мы с ними, говорю, один народ, а потом все остальное. То есть они очень так тепло, очень хорошо отзывается. Вот. На самом деле, дорога вот эта, она была исторически, так называемый, да, военный Кавказский тракт, доходила отсюда до Дагестана, дальше. Все это стратегически важная дорога была. На этой дороге, ну, купцы, не только военные грузы были.
Вот, соответственно, утары, они тоже несли военную службу, да, несли подводы. То есть они, то есть вы никогда не были какими-то, да, там, изгоями, ненужными людьми, напротив. Вот, и я вот, как раз КДШ Шахитовна упомянула, права соблюдались. То есть у утаров, да, у нагайцев, карагашей, у икисамцев свой зайсан, то есть Белгіден тыпақ болып ноғайым еділ яйық араларын биледі. Бата алмайын қалай көбік қаруға, ешбір яудың қолы оға тимейді. Ордасымын ойнады, жайық суда яйын тартып яйлады. Ел анасы еділім деп еркеле, еділ суда ялдап бойлады. Азауды да азап шегіп ол үрді, ерді кезді бойлап алып су езді, көп затларды бас кешіріп ол көнді. Терк суыман құм суының арасын айтып кетті бізім туға тамырды. Шөл бойына шашып кетті асын таслар, тудықларға бізден қалған қабырды. Аққобаның тоғайларын толтырып, ал киізден терменлерін тақтылар. Сүттей аппақ топар йылқыларын бақтылар, Қырымда да қыры етіп қыдырды.